память отцов, дедов и прадедов, которые отстояли наше мирное небо, завоевали великую победу в Великой Отечественной войне, это наш святой долг. Сегодня к нам в гости пришел младший сын сержанта Василия Сергеевича Лыткина, Валерий Васильевич Лыткин. Он, оказывается, бережно хранит фронтовой дневник своего отца, написанный аккуратным солдатским почерком. И он на основании этого дневника издал книгу. Валерий Васильевич, расскажите, пожалуйста, про своего отца, что вы помните о нем, про его дневник, пожалуйста. Добрый день. Я сын фронтовика сержанта Василия Лыткина, который был призван в ряды Красной Армии в сентябре 1942 года, работая в Амгинском районе учителем. И с этого момента он начал писать свой дневник. Вот этот толстый дневник он писал с момента призыва в Красную Армию и до конца 1945 года. Здесь он описывает, как он был призван в ряды Красной Армии, как они ехали на станцию Мальта, как все якутяне, он прошел подготовку военную на станцию Мальта Иркутской области. И в конце 1942 года он уже попал на фронт. И как раз перед отправкой на фронт он фотографировался. Здесь он описывает жизнь солдатскую, боевые действия. Первое боевое крещение он получил под Харьковом, в село Дергачи, где он получил первое тяжелое ранение. После госпиталя, который он проходил в город Улан-Удэ, Бурятской АССР, он повторно, вторично попал на фронт. Воевал он в 3-м, 4-м украинском фронтах, освобождая Донбасс и Луганскую республику. Он побывал в городах Харьков, Николаев, Донецк, Ворошиловград. Ворошиловград — это сейчас город Луганск, как раз, вот где сейчас идут боевые действия. Дневник уже, конечно, старый, поэтому мы решили с братьями выпустить вот эту книгу, в которой можно легко прочитать его описание. Он, как учитель якутского языка, сочинял стихи. И вот в дневнике у него есть первое стихотворение на родном языке «Иду на фронт». В 1943 году под Харьковом он сочинял стихотворение «В окопе». Это стихотворение было напечатано в республиканской печати в 1943 году в газете «Эдер Коммунист». Так как он был образованным человеком, очень много фотографировался, у него сохранились 18 фотографий с фронта. Вот я хочу показать эти фотографии. Вот это первая фотография, которую я показывал. Так, это наш отец уже в Берлине в мае 1945 года. А вот эта фотография, это как раз на Украине. Это он со своими фронтовыми друзьями отмечают День Победы 9 мая 1945 года в городе Берлин. Эта фотография общая, младший командный состав Первого Белорусского фронта
Польши. Вот здесь есть его фотографии перед демобилизацией. В 1946 году он фотографировался. После победы он остался в оккупационных войсках и служил до декабря 1946 года. Вот здесь есть тоже его фотографии, с друзьями фотография. Это тоже в Берлине фотография, звание сержанта. И у него на груди 4 боевые медали. Это тоже с группой своих сослуживцев. А это 40-летие Победы. Он вместе со своими друзьями, с которыми был призван в ряды Красной Армии. Это Александров Лаврентий Лаврентьевич и Неустроев Иван Иванович. Вот 3 молодых парня были призваны в ряды Красной Армии и все с победой вернулись домой. Живые, здоровые. Вот эта фотография с другом, фронтовиком. Это его тоже друг. Тоже групповые фотографии. И вот, как я сказал, у него сохранились 18 фотографий. Что наиболее запомнилось вам из дневника? Ну, из дневника запомнилось то, что вот он не только боевые действия описывает, и описывает жизнь немцев, даже описывает Польша, как люди живут. Ну, кроме того, конечно, боевые действия, очень кровавые войны были территории Польши. Потому что там города с подвалами. И вот сейчас мы наблюдаем вот сегодняшнюю войну в Луганске. Там же тоже такие же войны были в городах. Поэтому очень, конечно, тяжелые бои были. Об этом он описывает. И, конечно, самое то, что тяжелое, это когда они теряют своих друзей, однополчан. Об этом тоже есть дневники. И он описывает, как встретил День Победы 9 мая 1945 года в город Берлин. Об этом тоже все в дневнике есть. Расскажите об этом. Ну, там он, оказывается, после победы им дали увольнительные. И он объездил все армии дружественных стран. И он рассказывает, как висят флаги дружественных армий, и они побывали на экскурсии. Вот об этом он очень хорошо описывает. Оказывается, связь с Родиной, там очень долго шли письма. Его письма у нас очень много сохранилось. Но он в дневнике все время пишет о том, что как долго ждет эти письма. Сам он часто писал с фронта, отправлял перевод даже своим родителям, своей супруге, жене. С моей матерью они поженились перед войной в 1942 году как раз. Ну, родился первый сын, первенец, но в тяжелые годы войны он не выжил. Но после армии приехал, начал работать учителем, потом директором школы. Потом началось Гагановское движение, когда образованных людей направляли на сельхозработы, и его односельчане выбрали председателем колхоза. Поэтому он около 20 лет работал председателем колхоза. Нас 5 сыновей. Он дожил до 79 лет, был инвалидом войны первой группы. До 60 лет он работал активно, потом инсультом заболел, но встал на ноги и работал в общественной работе, общественным корреспондентом. Очень много статей писал, острые вопросы поднимал по сельской
по сельскому хозяйству. И вот сейчас до сих пор его земляки его очень уважают и помнят его. А как он вас воспитывал? Но он как нас воспитывал? Он в основном воспитывал нас своим примером. Он был человек очень образованный, почерк у него очень хороший, хороший оратор. И всячески поддерживал, когда мы занимались спортом. Он сам был заядлый охотник, и на охоту нас всех водил. Нам всем пятерым он подарил каждому по ружью. Ну, воспитывал, вот мужское воспитание мы прошли. У нас мама тоже очень хозяйственная, очень разговорчивая. Она работала библиотекарем, а в годы войны она работала председателем сельского совета. Тоже очень в Гострахе работала она. Имеет медаль за трудовой подвиг в 1941-1945 годах. А что еще из дневника вы можете подчеркнуть? Незабываемое такое вот цепляющее. Какие условия военные, конечно же, тяжелые были? Ну, Как питались? когда он начал писать этот дневник, когда он попал на фронт, он здесь написал о том, что вот сейчас, говорит, идет война, поэтому я ничего пересказывать не буду, но если умру, то мой дневник останется. Тогда он не любил говорить о войне. А после Вам войны что-нибудь он рассказывал? много про войну не рассказывал. Ага, И военные фильмы не любил. смотреть. Да, Обычно смотреть. так говорят, да. Да. Видимо, у него это очень тяжело перенес. Все-таки он 4 года был на фронте. Эту книгу мы выпустили 70-летие Победы над фашистской Германией в количестве 300 штук. И эту книгу мы все раздали. Вот одна книга у меня осталась, но и у братьев есть эта книга. В основном в дневнике он пишет на своем родном языке. Но есть, конечно, здесь и песни, которые он пишет на русском только. Некоторые записи есть на русском языке. И здесь он даже описывает схему, как идут вот наши войска. Потом он очень много написал после войны, после победы, то есть. Война еще не закончилась. Потому что там тоже были кое-какие моменты, тяжелые моменты. Так как он служил вот, в оккупационных войсках, они в советское время потом назывались группа советских войск Германии. Оказывается, вот в прошлом году отметили 75-летие группы советских войск Германии. И первым бойцом группы советских войск Германии, оказывается, вот наш отец. Он служил вот в этих оккупационных войсках. И там они поддерживали мирную жизнь после войны. Постоянно он ездил в командировку и объездил всю Европу. Он об этом тоже здесь пишет. Но не только о плохом он пишет, и пишет о том, что все-таки там какие хорошие города в Европе, и как европейцы живут, об этом тоже пишет здесь. Спасибо за то, что вы пришли сегодня с таким ценным дневником, с книгой, которую вы издали, и за информацию, которую вы сегодня рассказали. И мы надеемся прочитать этот дневник и на его основании в следующем году сделать у себя в парке или представление, или выставить другое, сделать выставку одного экспоната. Поэтому мы очень рады такому ценному материалу. Спасибо вам еще раз.
Спасибо вам большое и всех с праздником Победы!